Всем привет, ребят! Как вы знаете, у меня сейчас идет подготовка к ремонту первой избы. Уже отвезли стройматериалы, в принципе, там все готово к работе. И сегодня я буду занят, буду переделывать железную печку. Там у меня кирпичная печка, и я эту печку разберу и установлю железную печку. Сейчас я покажу. Вот смотрите, как-то спрашивали у меня, что за железная печка у меня в гараже стоит. Один в один такая же печка железная сейчас стоит вот тут. Короче, это такие печи раньше, видать, продавались в магазине. В магазинах. Это у знакомого я прикупил, как бы для него это уже не надо. И мне он перепродал, так скажем. В принципе, толщина вполне достаточно, наверное, где-то миллиметра 5 толщиной, может и толще даже. Дверь вот так приделан. Моя задача переделать все это. Как бы эту дверь я уберу, приварю другую конструкцию, другой вид будет двери, сделаю экономку. Также здесь один минус этой печи есть, как бы вместо свода или что там приварена вот такая железка. Это надо выбить оттуда. Ух, сажа. Короче, надеюсь, видно там. Посветлее, чтобы было вон. Как бы отбойник, что ли, я не знаю, как это. Чтобы пламя сразу не уходило в трубу. Вместо свода так сделано. Надо это убрать. Не нравится мне это дело. Туда сажа накапливается. Там она приварена, она сверху. Попытаюсь где-то как-то обрезать. Может болгаркой, может этим. Как она? Сваркой. Также думаю, уберу я эти ножки. Тоже как-то не лишние. Я установлю на кирпичи все это дело. И труба вроде диаметром 100, может. Желательно по диаметром побольше сделать, но у меня в данный момент труба здесь 108 миллиметров, который есть у меня в наличии. И 130 миллиметров, 133 миллиметра, это на вторую избу я приготовил. Всю работу я снимать не буду, потому что, как мне писали, видеокамера может от сварки там, матрица там или что, может испортиться. Короче, вкратце буду рассказывать, что я делаю. В первую очередь я это все удалю. Ну и давайте сходим в мастерскую. В принципе, там лампа. В мастерской у меня такая же печка. Мне очень понравилась та конструкция, что я сделал. Сейчас вкратце тоже покажу. Так, один в один вот эта печка. Эту печку я тоже как у знакомых. Это с лесопункта, наверное, приволокли мне за пару бутылок. Вот. Что я там? Вот как переделал. Такая конструкция, экономка получилась. Вон такая дверь. Примерно так же и сделаю ее на той печке. Плотно закрывается все. Скажем, закинул там дрова, там до утра он горит, тепло. Вот. В моих видео вы видели
про эту печку там, как я затапливал. Все плотно закрывается. Не знаю, там получится, нет у меня. Но дверь, думаю, также и сделаю. Таким съемным. Не на петли, а съемным там. Открыл, закинул дрова. В такой площади, думаю, там чайник влезет. Котелок еще может там кусок как-то приварить. Ну, вкратце там буду снимать, как все это буду делать. Так. Внутренний диаметр 102, получается 102. Чуть-чуть, конечно, маловато, хотя бы 120, если было, то лучше. Наружный 111,5. 102. Маловато. А я на вторую избу вообще 130 брал. Прикупил 133. Вообще шикарная труба там будет. Тяга офигенно. Все будет. Вот это уже сомнение у меня. Чуть-чуть. Потому что в мастерской это примерно вот такая же труба стоит. И когда ты открываешь дверцы, там наружу выходит этот дым. Это не очень хорошо. Ну и этот, короче, та конструкция еще держит огонь. Надо выбить оттуда эту фигню. И золой, конечно, эта труба быстрее сажей будет набивать. Частенько придется чистить. Если есть возможность, лучше сделать сразу побольше трубу.
Я уже начал приваривать каркас двери. Вот такой магнитики с Алиэкспресс прикупил. Такой угол 90 градусов, 45 градусов можно держать. Хорошо держит магнит. Здесь уже прихватку я сделал, как бы прихватил. Ну и остается еще вторые углы. Снаружи так прихватку сделаю и с внутренней стороны нормально приварю. Но, к сожалению, придется работу закончить на сегодня. Смотрите, какие тучи надвигаются. Может, и обойдут, но даже немножко слышно гремит. Такая погода переменчивая. Вроде тепло сегодня, нормально, но все меняется. Сейчас прихватку сделаю и там уже крышку придется делать. Ну, дверцы. Так, ребят, сейчас покажу, что я сейчас уже делаю. Как бы конструкция потихоньку получается вот такой вид. Такая рама. Это получается у нас дверь. На этой раме еще вторая. Вот, смотрите. Вот. Немножко надо, как бы только что приварил, отшлифовать. Еще придется все это дело. Ну, в принципе, шов нормальный. Здесь воды не будет. Здесь внутренней стороны приварил вот тройкой. Монолит 3 миллиметра. Это вообще для новичка вот этот монолит. Вообще идеальный электрод. Хорошо горит. Вообще с одного раза так тыкнешь и сразу загорается. Вот. Ну что, остается нам отшлифовать все это дело. Все по размеру, ребят. Ну, с перекосом одной рукой так перекосил. И вот такая крышка. Так, это получается примерно так, наверное. Каким-то боком, короче, сюда закрепить, приварить. Ну, все по размеру, в принципе. Подогнал уже немножко там плюс-минус 0,5 миллиметра. Да, и то все четко. О. Но это все надо подогнать и приварить. Вот такая крышка будет. Сделаю печку-экономку. Не спеша буду делать, и будет эта печка не хуже кирпичной. Поверьте мне. Так, ладно, сейчас я дальше буду работать. Все надо подогнать, все четко, чтобы было. И все получится. Примерно вот такой шовчик получается. Электрод тройка. Самоучка я, сварщик. Как умею, так и варю. Ну и тут вот такая картина. Я здесь отметил, буду резать. Побольше дверцы сделаю, чтобы удобнее было дрова там ставить в печку. Ну и будет тут крышка. Примерно так. Сейчас буду болгаркой резать. Металл толстый, хороший.
также буду все варить тут. Ну вот, на сегодня работу закончил, но немножко уже осталось. В принципе, много не стал снимать, как бы, чтобы не задерживаться со съемкой. Одним словом, тут у меня все готово. Вот такая дверь приварил. Вот смотрите, она плотно закрывается. Конечно, жалко, что без навеса, но он плотно закрывается. И здесь еще как-нибудь следующий день буду доделывать тут, как сказать, заглушку сделаю, заглушку на вертлюге для удобства. Не дырки буду делать, а там, ну, покажу после. Второе, что осталось, вот эта сотка тут, это отверстие мне не нравится. Думаю, лучше я поставлю здесь 130 диаметром трубу. Один раз лучше сделать, и уже чтобы не мучаться, как бы, если тяга не будет, чтобы проблем не стало, я поставлю 133 диаметром трубу. Ну и, в принципе, ножки убрал, спилил вот тут 4 ноги было. Эту печку я установлю на кирпичи, 3 ряда, наверное, поставлю. Вот так приварил. Нигде щелинок нету, хоть воду заливай, думаю, не будет вытекать. Все герметично. Именно для того и сделала, чтобы было герметично, чтобы я мог регулировать тягу вот этой заслонкой. Здесь я поставлю. Одним словом, доделаю еще трубу и будем считать, что печка уже готова будет. Сейчас выглянуло солнце, очень жарко. Много работы. В принципе, очень пришлось долго там пилить. 3 миллиметра толщиной этот металл. 125 диаметром болгаркой долго пришлось пилить. Много времени ушло. Ну и сварка также много времени отнимает. Такая ручка, профиль 2х2. Здесь металл 3 миллиметра. Здесь, наверное, отверстие, наверное, 70 или 80 труба. 80 или 70. Так, сейчас, ну-ка, если вот спичечный коробок прикинуть, 80, наверное, где-то 80. Внутренний диаметр, например, на 75, а наружный 80. Ну так, навскидку. Вот. Ну, все. Буду доделывать, и уже не сегодня, а другой день. На сегодня работу закончил. Уже что-то проясняется. Вот такой вид. Печка, мусор загорелся. Короче, хочу выбить вот эту трубу. Ой, блин, начинал сваркой там, ну, прожечь все это дело. Но мне выбивает счетчик, автомат. И уже болгаркой начал пилить. Здесь работу с дверью я полностью закончил. Вот такое поддувало сделал. Как бы показать. Все это дело. Ну и надо выбить эту трубу. Так, все это дело просто делается быстро.
2 миллиметра. Ну и вместо него приварим 130. Так будет он выглядеть. Аккуратно приварим. И уже здесь будет стоять 130 труба, 133 миллиметра. Побольше диаметром получится. Думаю, тяга лучше будет. Вообще это понравилось. В любую сторону крутится. Так. Жарко невозможно работать. Очень жарко. Вон примерно так установлю. Примерно так вот. Вот вроде присматриваешься и по диаметру как будто кажется, что они одинаковые. Но каждый сантиметр большую роль играет в тяге. Ну, примерно на 2 сантиметра он больше внутри диаметром будет. Сажей меньше будет набиваться там. Вот такое отверстие там. Ровненько как-то. Как-нибудь примерно вот так приварить. Все четко стоит. Сварка у меня Алькенвельт. Это магазин Хусварна я брал. Алькенвельт 200. И вот я сейчас, когда отверстие делал, на 200 я ставил. Но у меня 16 амперный автомат не выдерживает, выбивает. Да, и сегодня проводка все от жары там все слишком уж нагревается. Ну, где-то 110-115 на 3 миллиметра электрод самый хороший ток. А на двойку я 70 ставлю. Примерно вот так отметил. Сварочные работы я закончил. Все закончил. И сегодня будет испытание. Первое испытание этой печки. Вот такая труба тут. Вот такой шовчик. Вроде нормально, очень даже неплохо. Ну и труба 133 диаметром. Буду пробовать. Берестой затоплю. Дым пойдет, как пойдет. Все это мы увидим. В принципе, вкратце показал, как я это все делал. Особо так секрета никаких нету. Для удобства, конечно, если дверь с навесом, еще лучше было бы. Ну, сейчас затопим. Посмотрим, дым как пойдет, не пойдет. Дым пошел. Тяга отличная. Можно убавить. Это ночная, так положение ночное, скажем, чтобы тяги меньше было, жар будет держать. Все плотно закрывается, щелинок нигде нету. В остальном пока все устраивает.
Сразу вижу, жар пошел. Хоть немножко только подкинули, уже все горячо. Уже даже от куска бересты такой жар. С дровами за 10 минут, думаю, чайник будет закипать. Ну и если не поленюсь, можно еще тут профильную трубу приварить, что-то, ну, чуть-чуть шире сделать, скажем, чайник, чтобы подложить. Вообще классно получилось все. О, фурычит. Только шум стоит. Не знаю, ручка нагреваться будет. Пока все холодно. Здесь уже все. Думаю, добавить больше нечего. Отлично печка получилась. Эта печка поедет на первую избу. Установим. Все как будет проходить, вы увидите. И уже этой печкой будем греться там. Греть избу. Сами будем греться. Вообще, блин, все. Все горячо. Самая простая конструкция. Печка-экономка получилась. Такие дела. 133 труба, как и говорил. Ладно, ребят. Всем спасибо, кто посмотрел, как я делаю эту печку. До новых встреч и ждите новые походы. Всем пока.